Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР в рамках марафона Save АТР, который длится уже больше 2 месяцев. У нас, к сожалению, 2 недели был карантин, связанный с ковидом. Как бы кто-то болел раньше, позже, а потом, тут не так много людей работает сейчас. И вдруг начался массовое заражение, и мы, коллектив, на карантин отправился. Вот, это не наша вина, но так получилось. У нас нет запасных составов. Ни на одной позиции журналистской, ни на технической. Еще раз приношу извинения, я думаю, вы нас понимаете. И спасибо, что поддерживали нас все это время. И ничего не завершилось. Мы продолжаем бороться за наше право иметь голос в эфире украинского телевидения, телепространства. Я хочу начать этот эфир с хорошей новости, которых мы давно не слышали. Посольство Чешской Республики решило оказать помощь материальную телеканалу АТР. И я очень благодарен чехам. Вот, я даже, если вдруг есть такая возможность, попросил бы флаг Чехии вывести на этот большой экран. Вот, потому что это поступок достойный. И Чехия — страна, которая сама на себе познала когда-то русский сапог на своих улицах. Видимо, люди, которые это помнят и работают в посольстве Чешской Республики, я им за это страшно благодарен. Вот, и всего коллектива благодарю. И если бы каждая западная страна, каждый член ЕС выполняла бы, не то что выполняла, а поддерживала ту самую резолюцию Европарламента по АТР, то, наверное, нам было бы попроще выживать в любых условиях, и мы бы меньше зависели от умонастроений в разных слоях украинской многослойной, как не знаю, с чем сравнить, власти, да, то такое, то такое. Здесь красное, здесь белое. И непонятно, кто следующий. Но для того, чтобы как раз в этом, я так понял, про флаг Чехии не получается у нас показать по техническим причинам. Но будем считать, что мы сидим с флагом Чехии здесь. Спасибо вам, друзья. Вот, чтобы как-то разобраться в этом во всем, мы же тоже за своей борьбой за просто выживание за наш Крым не вникаем во все нюансы украинской политической жизни, бурлящие каждый день, просто как в чайнике. Вот, и чтобы отделить главное от второстепенного и вообще понять, что происходит, я пригласил сюда человека, который точно в этом разбирается. Конечно, он ангажирован в своей партии, потому что он один из создателей партии Демсакира, но человек очень разумный и интересный. Виктор Трегубов в гостях. Здравствуйте. Вот. Смотри, вот сегодня какая последняя новость у нас? Политическая. Я не подкалываю. Ты знаешь, сложно сказать, потому что для меня вот сейчас моя повестка — это возможное обострение на границе. Я сейчас немножечко выпал именно из-за этого. Я сейчас не так внимательно слежу за тем, что происходит внутри, как за тем, что происходит на границах. И я просто честно знаешь, вот я специально, нет, я тебя не проверял, конечно. Я просто думаю, что у нас часть журналистов, каких-то аналитиков, если спросить, какая главная тема в Украине, они будут говорить что угодно, вплоть до смерти принца британского. Да? Я открыл ленту, и оказывается, у нас все знали британского принца. Очень переживали за него все эти... В основном лично. Да, все эти 99 лет украинская журналистика, публицистика жила, так сказать, одной жизнью с принцем. Вот, и очень скорбела по этому поводу. Уверен, что эти люди вообще не знали ничего про него. Погуглили это вот. Но повестка главная — это, конечно, война. Да? Я не помню, кто это сказал, то ли Пиантковский, этот русский известный аналитик, который живет в Америке сейчас, что на фоне этой войны надо бы украинским элитам, как мы их там не любим, по крайней мере, здоровым ее частям из разных партий, надо как-то немножко, встряхнуться и произвести нечто вроде как-то польской солидарности, да, или литовского консенсуса за НАТО и ЕС, да, то есть кто бы ты там ни был, но как-то надо спасаться, тут на весло тебе, на весле погребли, да. Есть ощущение, что такое может произойти, или мы будем драться до конца уже, да? Ты знаешь, маловероятно. Тут для того, чтобы это понимание было, нужно какое-то чуть больше эмоциональное, что ли, вовлечение в то, что происходит. А у нас люди не умеют, к сожалению, очень часто, вот именно политики, они настолько сконцентрированы на том, что они знают, на том, в чем они живут, что для них, война, пока в дверь не постучится, они знают. Они оперируют этой терминологией, они постоянно говорят о том, что это есть, это важно, но они, как тебе сказать, у них не живет на подкорке вот это ощущение. Вот у меня
последнюю неделю живет одна мысль. У меня контракт резервиста не заключен. Я резервист в первую очередь, как все воевавшие. Но вот контракт резервиста у меня не заключен. Надо быстренько сбегать в части заключить, потому что, ну, чтобы меня призвали... Чтобы попасть в свою часть. Да, чтобы меня опять, А собственно... где ты служил? Не могу сказать. Все, понял. Да, Ну, вот именно вот есть такие специфические... таинственный, как Арестович. Нет, есть просто части, где это запрещается законом. Кстати, Арестович тоже, он в разведке вроде. И, кстати, у Арестовича, по-моему, нет. По-моему, у него как раз не запрещено. Ну, Да? не знаю, но человек имеет просто право не говорить. Хорошо, это же в конце концов не очень важно. Да? Важно другое. Но вот это, конечно, очень печально, потому что если бы ты это говорил про домохозяйку из там Хмельницкой области, ну да, до нее, возможно, это может дойти только когда уже совсем там, ну, кто-то близкий, призыв, бомбежка или что-то еще, да, но до политиков, мне кажется, зачем их народ выбирает, наверное, для того, чтобы до них быстрее доходило, да, Да. чтобы они принимали решение, пока у народа есть время на раскачку, эти должны концентрированно собраться, сказать вот то. Сегодня Зеленский сказал, прям вот дословно можно процитировать, сейчас скажу, можно и не дословно, но это очень короткая новость была. Зеленский сказал, что вероятность нападения России высока, и государство Украина к этому готово, сказал он в интервью, по-моему, BBC корреспонденту во время поездки вот на Донбасс. А что ты думаешь по твоим данным? Ну, смотри, тут с моей точки зрения, то, что сейчас происходит на границе, это не подготовка к войне, а это некоторые действия с открытым финалом. То есть я абсолютно уверен, что даже сейчас, даже в России нет единого плана о том, что будет происходить. Есть объективная потребность, которую для себя видит Путин. Это потребность начать внешний конфликт. Но это не обязательно означает, что они пойдут на Киев. Это даже не означает, что они пойдут на Донбасс. Это может все еще превратиться в блеф. Я очень часто вот на разных конференциях, в том числе было на нескольких конференциях с НАТО, и пытался объяснить, очень сложно объяснить на самом деле западному человеку вот эту логику. Но это логика уличного гопника. Вот уличный гопник видит, вот тут идет какая-то такая потенциальная жертва. А вот сидят пацаны, на фоне которым надо зарисоваться и поставить себе на районе. Он к ней подкатывает и начинает додалбываться. Он при этом очень внимательно смотрит, как она себя поведет. Вот даст ли она слабину или не даст. Вот если она даст слабину, не вопрос. Если она там начнет там мямлить, говорить, хорошо, давай я тебе там, не знаю, одну купюру дам, и ты от меня отстанешь, вот тогда он продолжит агрессию, вот тогда он усилит агрессию. А если ему сразу скажут, я тебе сейчас вскрою здесь, он начнет сказать, что, брателло, я пошутил в натуре, ну что ты, вот. И очень сложно, да, например, ну, я это доносил до шведов. Шведы очень сложно понимают. Да, но мои шведы, они все, так сказать, из одной разведшколы, как я шучу, из школы переводчиков военных, они дипломаты, там такие, ну, понимающие Россию, да, но в среднем люди, трудно. Но люди, да. воспитанные в культуре компромисса, вот им сложно понять эту логику. В культуре разумного компромисса. Я сейчас им говорю, вот сейчас к нам, банально на нашу границу подвалил вот этот гопник. Он взял все, он там уже нож достал, в другой руке там разбитая бутылка, он уже максимально грудь напялил, челюсть выпятил. Все зависит от того, как мы отреагируем. Его дальнейшие действия зависят от того, как мы отреагируем. Причем мы я имею в виду не только Украину, а вообще, в принципе, мир. Коллективный мировой разум. Как я отреагирую, как ты отреагируешь, как Байден отреагирует. Ну, вот в этой троице кто-то один больше имеет значение, по-моему. Наверное, ты это. Страшная сила. Вот, жалко, принц Филипп не должен. Ну да, именно так это и обстоит. То есть нас сейчас пытаются шантажировать. Эффект этого шантажа зависит от того, поддадимся ли мы. И более того, я уверен, что чем агрессивнее мы себя поведем в ответ, тем меньше шансов того, что на самом деле состоится конфликт. Ну, не знаю, откуда ты хорошо знаешь русских, но нормально. Ну, знаешь, я даже когда-то год в Москве прожил. Правда, это было сколько лет назад? 15. Вот, но было. Год он в Москве прожил. Да. Кому ты это рассказываешь здесь про год в Москве? Короче. Ну, чуть-чуть, знаешь, было время подучить. Да, значит, все-таки за это время понял. На самом деле, вот западники, в основном, они не учитывают психологию. Они считают, что все люди, в принципе, одинаковые, но с нюансами. Там кто-то там чуть эмоциональный, кто-то... Они не понимают вот эту полностью перевернутую картину мира, да? Вот эти понты, доказательства, что сильней, культ вот этого страха, силы там и так далее, надутых щек. Вот. Действительно трудно, правда, объяснить, я тоже с этим сталкиваюсь. Но вот рационально, из всего того, что есть, я думаю, что им есть смысл, они могут это думать, сделать хапок Днепровской воды. То есть захватить такую или такую территорию. Ну, в идеале это вообще все. С Одессой матушкой, царской мать городов южных русских и так далее. Вот.
Не знаю, я опять не о том, насколько это реализуемо. Я о желаниях. Давай сейчас о желаниях поговорим. Смотри, да, опять-таки, это действительно возможно, если они нащупают там слабину. Именно там. Если, знаешь, у меня есть много знакомых с хорошей военной экспертизой, которые говорят, один говорит, они точно полезут с Приднестровья, другой говорит, они точно попытаются отрезать Буджак. Третий говорит, нет, нет, вообще неправильно, ребята, они точно ломанутся через Харьков. Кто самый хитрый, вспоминает, что есть еще Беларусь, которая может просто пройти на Волынь, вот буквально на Волынь. Да. Все возможно, действительно. Вопрос о том, нащупают ли они слабину, где они ее нащупают. Они сами еще не знают. Они, безусловно, готовятся и к этому сценарию, и к этому сценарию. Есть ли у них сценарий пробить кишку до Каховки? Безусловно. Есть ли у них сценарий отторгнуть Одессу? Безусловно. Есть ли у них сценарий охватить наших, например, высадив десант через Азов? Безусловно, они на Азов уже нагнали достаточное количество десантных катеров. И они готовы сделать все из этого, либо не сделать ничего из этого, если они поймут, что им просто дадут по зубам. Вот я говорю, да, не вопрос, есть куча направлений. И они сейчас именно и решают, с какого направления зайти. И зайти ли вообще хоть с какого-либо. Я абсолютно уверен, что в России сейчас не знают. Финальные решения не приняты. Финальные решения, более того, зависят от нашей реакции. Я абсолютно уверен, что не было бы Донбасса, если бы сопротивление тогда именно на крымском направлении было бы серьезнее. Я абсолютно уверен, что никто бы не попер на Славянск. Помнишь Крым? Они же, вот этот референдум, они же не сразу говорили, что он будет в мае. Путин озирался, как тот гопник. Он смотрел, а кто-то впишется за Украину, который так вот немножко там с ножом в спине после Майдана и так далее, и так далее. Нет, ну все, тогда бери, беги, как говорится. Да? Он смотрел на реакцию Обамы, которой не было. Обама вообще не отвечал ни на имейлы, ни на звонки, ни на что. Насколько я понимаю, с нашим руководством говорила Меркель, которая говорила только ни капли крови. Ну вот это голод мира, мы вам поможем. Но это, конечно, пусть Рифат Ачубаров вспоминания своих пишет, и, не знаю, там наш кровавый пастор, что там было вообще сюда. Но что такое чувствовал, что и вот тут путинский, он не был уверен в себе до конца. Иначе бы он сказал, это моя армия. Ну, правильно? Да. Вот. Он год это скрывал, даже после того, когда уже всем стало все ясно. Он смотрел, да, потом он посмотрел, ничего. Все. И он сразу переносит на 15 марта этот референдум, быстро его проводит в любом виде, значит, и объявляет Крым Россией. Но сейчас, наверное, такое невозможно уже. Тогда просто предательство было тотальное, никто не выстрелил. Сейчас-то стрелять-то будут, но однозначно. Откуда бы ни пошли. Да. Ну тут смотри, самые осторожные из тех, кто у меня вот анализирует эту ситуацию, говорят, что они сейчас просто хотят фактически завести уже российские войска непосредственно на оккупированной территории. Раскрыться как бы. И изменить статус оккупированных территорий. Присоединить к себе? Да, то есть речь идет не о боевых действиях, а все вот это вокруг наших границ стоит для того, чтобы Украина не поперла, когда они объявят об аннексии. Возможно, ну вот это возможно. Другое дело, что с моей точки зрения это тупо, потому что получив, да, не вопрос, но аннексируют. Путину невыгодно, как говорят. Путину это невыгодно, но и Крым присоединять было невыгодно. Но все забывают о том, что Путин вообще не рационален. Вот, безусловно, вот получить сейчас Донецк, или там, не знаю, или эту Горловку, или Торез, где уже на последнем камне последний гриб растет, вот, это невыгодно, это уже хуже, чем Абхазия, это уже выжженная земля, где просто сидит куча населения, который, прости, последний без соли доедает. И это невыгодно с рациональной точки зрения, но это невыгодно России. А Путину, который, может быть, хочет повторить себе вот эту инъекцию рейтинга перед следующими выборами, может быть, он считает, что ему это выгодно. Ну, Можно считать, что кратковременный эффект это окупает. Ну, смотри, давай такой сценарий рассмотрим. Вот он вводит войска, эти все Борода или кто там сейчас эти будущие все 200-е, они, значит, говорят, возьми нас, царь-батюшка, наконец, хохлов, прими несчастных, там, сказать, вот, малоросиков. И Путин такой, ладно. Ну и вводит войска, и все это становится, ну, что Донбасс, это Донбасская республика, может быть, такое название, там, не Луганская, да нет, народы разные, безусловно, языки... Что же разделило этих братских народов? Вот. Ну вот, допустим, Донбасская, как республика Крым, вот сделана, республика Донбасс или Донбасская республика, по трудовому, по рабочему, по нормальному. Это сразу Минск, крест. Все, что как бы... А что, вот если Минск крест, а что дальше? Санкции все на Минске завязаны. То есть они остаются, но будут и большие санкции, понятно, да? Да.
Ну а что, какой уровень санкций может быть, если такое? Например, ну, сложно сказать, например, отключение от SWIFT. Я надеюсь на секторальные, вопрос в том, пойдут ли секторальные. Самые болезненные санкции, которые возможны, это санкции на продажу углеводородов. Вот. Никто на это, конечно, не пойдет, но они возможны теоретически. А так, скорее всего, отключение от SWIFT, отключение от мировых платежных систем. Не то, чтобы они к этому не готовы, в принципе, то есть это Россию не убьет. Но другое дело, что у них и так сейчас ситуация, мягко говоря, не очень хорошая. Поэтому, ну, будет еще более нехорошее, но опять-таки, тут следует очень четко разделять плохо для России и плохо для Путина. Это разные вещи. Ну-ка, ну-ка, ты как русский либерал заговорил. Нет, ну серьезно, то есть я утверждаю, что аннексия, вот именно сейчас аннексия этих территорий для России, для государства, вот если бы я был русским патриотом, я бы сказал, что это невыгодно. Так мы далеко зайдем. Россия это Путин. А Путину выгодно. Ты же знаешь, все. Зачем нам это двое? Он тебе сам сказал. Не он, этот Володин, его вот этот холоп Володин. Вот он сказал, что без нашего Солнцеликова есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Так история в том, что и санкции Путину выгодны, понимаешь? Санкции Путину выгодны. А увлечение конфронтацией с Западом Путину выгодно. Все, значит, он может, тогда наш вывод, что он может пойти на агрессивные действия в какой-либо форме. Марье Ивановне из Барнаула будет хуже, ему будет лучше, вот и все. Там, мне кажется, больше всех вот этот так называемый русский народ презирает Путин. Он их вообще за людей не считает. Совсем. Ну, а с чего бы ему считать за людей собственный ресурс? Невозможно людей считать за людей и использовать их в качестве ресурса. То есть ты сначала должен человека дегуманизировать полностью, а потом относиться к нему как к нефти, например. Вот, потому что вот, либо ты его воспринимаешь равной себе, либо ты его воспринимаешь нефтью, компостом, не знаю, алюминием. Нет, вот. Нефть это все-таки какой-то срок должен пройти, чтобы из компоста получилась нефть. Ну, помнишь, Суворов уже, когда воевал, вот я всегда задал вопрос с детства. Что ты, Суворов, делал в Альпах? Что ты там делал? И главное, зачем? Зачем? Так все просто. Чемоданы денег, которые они своих крестьян сдавали в аренду. Нефти не было тогда. Шкурки, видать, какая-то уже не так была мода, какая, может, на шкурных, пеньку. Они брали этих мужиков русских и их продавали туда, как мясо пушечное. Рекрутов и все. Там бешеные деньги платили Суворову. Он на юношеской армии руководил вот этим. Ну да, второй дешевый поход был абсолютно бессмысленным, но ладно. Нет, бабло-то он заработал. Да, в этом плане да. Он с собой возил чемодан денег. Чемодан. И виноград чемодан. Он действительно был аскет, он мог есть гречневую кашу, но чемодан денег с собой возил. Так аскетин своего. Каждая соринка тоже витаминка. А знаешь, как они в Крым ходили воевать? Вот крымские войны все вот эти бесконечные, да? Я думал, что-то новое есть, хотя бы чуть что-то новое. Ничего, кроме интернета. Русских звали, вот там вывешивали объявления, там глашатые какие-то, крестьянам объявляли, там каким-то горожанам, что иди грабь, убивай просто. И получишь свою... Сейчас за холодильник кредитный-то какой-нибудь там, он идет убивать. Тогда он убивал за кусок земли какой-нибудь. Убей татарина, забери кусок земли и живи нормально. Мотивация вообще не изменилась. Совсем. Да, если будешь знать, что с ней делать, как ее орошать, да. А что, вот мы вчера обсуждали, твое мнение хочу услышать. У меня тоже свое есть, может, я добавлю, а может, нет. Вот была денацификация, да? Когда немцам объяснили, что вы так вот несколько лет вели себя как очень плохие. Поэтому, значит, забываем вот это и это. Вот здесь устроимся, здесь вот там выкапываем могилы, здесь каемся, здесь молимся, здесь создаем парламент. Значит, никакой вам армии, оружия. И вот, но все, вы все-таки остаетесь немцами, там и все, да. Здесь страна, в которой дофига разных этносов, да. Да. Вот она, в том, что она потерпит поражение, я не сомневаюсь ни секунды. Что потом с ней делать? Вот с этой территорией, с этим народом. Это зависит от того, какое поражение она потерпит. То есть сокрушительно. Да, я-то понимаю, не в этом речь. То есть вопрос в том, будет ли, например, в Москве иностранная администрация. Ну, конечно, однозначно, как еще. Вот если будет, то тут, понимаешь, возможно, очень разные движения. Я, например, не верю в то, что удержится Кавказ. А вот в то, что удержится какой-нибудь Чукотка, вот, которая вся фактически держится на связи с внешним... Вся связь с внешним миром, вся экономика проходит через Москву, вот она, скорее всего, удержится. Татарстан может не удержаться, а Чукотка, скорее всего, удержится. А ты глобус-то помнишь? Помню. Какая страна ближе всех к Чукотке находится у нас? Соединенные Штаты Америки. Я тебе что? Администрацию там установить, это всего лишь там на самолете долететь. Вопреки популярным в России мифам, Соединенные Штаты Америки крайне негативно относятся к колонизации чужой территории. Нет, они просто знают, что кого там колонизировать. Мой любимый, знаешь, какой анекдот? Россияне всегда были гордым и свободолюбивым народом. Порой их угоняли в рабство. Но они и там не работали. Да.
Да. Поэтому и такое население захватить, да не дай боже тебе. Но смотри, вот мне все-таки кажется, произойдет с ним такая история. Вот что я имею в виду под сокрушительным поражением? Это не обязательно полностью разбомбленная страна. Японии хватило 2 бомбы, ну, страха хватило и осознания собственной беспомощности. Все. Они сдали оружие, все. То есть страна, в принципе, сохранилась вся. Да? Там же не было такого. Но это мононациональная страна. Здесь совершенно все другое. И мы еще забываем про такие народы, которые владеют наибольшим богатством России. Это ханты, манси, это якуты. Да? Там деньги такие. Если бы они получали такую же ренту, как жители там, Катара или там какой-нибудь там, не знаю, ОАЭ, да, то каждый там хант ездил бы, я не знаю, на личном автобусе. Вот просто. Да? Надо ли эту федерацию принудительно расформировать? Вот тогда Запад не решился же. Они же даже были против того, чтобы Литва выходила из СССР. Они Ландсбергу звонили, говорят, что вы делаете. Горбачев хороший, оставайтесь. Хотя формально не признавали никогда Америка. Я спросил его, а что вы им сказали? Он говорит, я послал их на 3 буквы. Вот были такие попытки. Сохранить хоть что-то, чтобы не было страшно. Да? Они боятся ее разбирать, в частности, и из-за ядерного оружия, и из-за доступа к ядерным материалам, и из-за доступа к этим ресурсам. Они реально, ну, это объективный страх. И из-за Китая рядом. Да, открыло, чтобы тоже сказать. может... Да, и есть страх, например, что если Сибирь отойдет Китаю, то, в принципе, глобальному миру, может быть, будет еще хуже. Ну, по крайней мере, я вполне понимаю, что, наверное, из Соединенных Штатов или из Японии это так и выглядит. Ну, то есть, все-таки жесткая оккупация, региональная администрация оккупационная. Значит, в Москве заседает штаб демократической Сакиры. Дай Боже, нашему театре волкосвисты. Вот. Я не готов пока рассматривать сценарии, которые настолько далеки. Вот знаешь, возможно, это знаешь, что такое чисто украинское, а что бы назывался. А кто тебе сказал, что далеки? Не знаю, пока мы это не сделаем, вот сделаем, обсудим. Вот, ну, это, да, это у меня, наверное, чисто украинское, знаешь, вот такое есть стремление не обсуждать позитивные сценарии, потому что сглазить же можно. Это у нас менталитет зашит. Вопрос, который задаю всем украинцам. Почему украинцы такие добрые? Да, я не думаю, что мы особо добрые, на самом деле, мы злопамятные довольно. Это, кстати, где же вы злопамятные? Хоть один предатель наказан после Майдана? Тут вопрос стоит немножко по-другому. Предатели не наказаны не потому, что украинцы слишком добрые. Предатели не наказаны потому, что украинцы, в принципе, и это хорошо, как мне кажется, не хотят это дело пускать на самотек, не хотят это дело пускать на самосуд. Возможно, где-то украинцы боятся того, что сидит в нас. Я тоже боюсь иногда того, что сидит глубоко во мне. Я тоже иногда... Да, у нас очень часто люди любят в Фейсбуке написать «растерзать». Да, конечно. Я никогда не пишу, при том, что я знаю, что возможна ситуация, что вот когда я при виде очевидной несправедливости начну как-то вести себя, наверное, очень резко, но я никогда это не пишу, потому что я не знаю. Я реально боюсь, хаоса, я боюсь, что вот если у нас начнется вот именно такое разбродышитание, когда каждый будет судить на свое понимание справедливости, то у нас может остановиться. Абсолютно с тобой согласен. Очень страшно в своем хрустальном доме чем-то кидаться. Я просто прекрасно знаю, во что это может русские, эти могут воспользоваться русские. Да, это один из сценариев, кстати. Он, кстати, даже лучше для них, чем любое вторжение, если тут что-то начнется. Да? Вот. Что происходит? Давай на примере дела Стерненко, который совершенно непонятным образом обернулся. Я вообще не понимаю, как по такой статье. Ну, адвокат мой, товарищ и друг Володя Кутовой, когда прочитал часть приговора по Стерненко по этому делу, он сказал, его судили, доказательства по одному делу в статье собирали, а закрыли по другой статье. Да. И он говорит, это все развалится сразу. Да? Да, они обвиняли его в одной статье, а в итоге приговор по другой. Ну, там, как знаешь, у нас часто не очень стараются все эти материалы подгонять, и, мягко говоря, не идеально. Он говорит, это развалится. Это он сразу сказал. Это называется судебный револьвер. Если кого-то, например, очень надо закрыть, то сразу куча дел, все побегут защищать по этому делу, а его закроют по второму. Точно так же действует, например, Коломойский в своих попытках осудить Приватбанк. Он зарядил судебный револьвер на 20 судов сразу. Вот, и вот пока все тебя понял. хватаются за одно... Ну, тут вопрос в том, что, смотри, уникальный случай. Человека осудили на 9 лет. Это тяжкое преступление, которое мы вменили. Это срок серьезный. И выясняется тадам, что он должен сидеть 9 лет в своей квартире. Я таких приговоров не помню. Ну, может, в каких-то сильно развитых Норвегиях такое есть.
Но вот на наших широтах, чтобы вот по тяжкому приговору такое, как такое, ну, я не видел 9 обоснования. лет общественного порицания, да? Ну, типа, да. Ну, вот нет, конечно, это все равно ограничение свободы. И, конечно, дома сидеть никому не хочется, и я никому не желаю такого. Но, в принципе, значит, что-то сработало 2 года все-таки. уже Это, все в скажем, тюрьме. это нетривиальное судебное решение. Нетривиальное. Вот что тут могло сработать? Мне кажется, непонимание того, к чему... Непонимание того, как дальше выкручивать это дело. То есть лучше от него, из него выйти из этого Отъехать. дела, чем Тут дальше. тут да? выгоднее отъехать. Есть другое дело, в котором намного все сложнее, это дело рифмастера. Вот там отъехать боятся. Там отъехать Почему? по простой причине. На пресс-конференции, которая была посвящена якобы поимке у убийц Шеремета, выступил лично президент, лично министр внутренних дел и лично действующий генпрокурор на 100% человек президента. Смотри, но А вот со Стерненком такого не было. Там отъехать можно, а вот по рифу уже намного... Но смотри, всегда можно как отъехать. Ни Аваков, ни Зеленский, ни кто там был генпрокурором, Рябошапка тогда был, да? Да. Они впрямую-то не называли их преступниками. Треба шапку хитрость назвать. Да. Прямым текстом. Я Ну, очень хорошо, я отсматривал это. Ну, да, профессионализм это наше все. Вот, значит, но и формально, но суд же можно провести как можно скорее. Пусть в суде разбирается. Вот я, знаешь, когда мне начинают говорить вот это, я говорю, в этом вот я за правосудие. Но в этом плохо то, что люди сидят без ничего. Вы их, если вы судили сразу, ну все доказательства есть, и судите. Что это за фигня? Доверия к правосудию уже нет никакого, ничего нет. Но если вы из этого тоже можно выйти, устроив быстро, открытый, максимально сжатый в сроки в суд. Да. А почему этого не происходит? Ну, мне кажется, потому что для некоторых из этих людей, для них сложно показать, вообще дать заднюю публично. У нас вообще это проблема. Я бы хотел Я, обсудить. кстати, Да. удивлен, потому что это вот, я понимаю, почему в России, например, вот у россиян это просто, то есть если ты дал заднюю публично, то это все. Не, ну это понятие, приговор себе это подписал. зона. Да. Да. А почему у наших, ну не знаю, видимо, они в этом плане близки к российской культуре. Кстати, предыдущие наши в этом плане вроде таким не страдали, они могли, когда понимали, что это уже невыгодно, вот эти вот уперлись. Ну как-то так. Для меня это тоже уже выглядит нелогично, для меня это тоже уже выглядит неправильно. Я уже тоже пытаюсь объяснить, вот когда я там пытаюсь как-то в каких-то публичных выступлениях, я пытаюсь объяснить, вот смотрите, вот то же самое дело Шеремета. На деле Шеремета, я вообще очень мирный человек, в принципе, мирный, вежливый, спокойный, подрался с Беркутом, оказалась там поломана нога. Ну, меня подбили, вот, у меня поломана нога. Потому что я бежал за автозаком. Я, в принципе, мирный человек, не склонен бегать за автозаком. Не склонен к побегу. Я просто это увидел, и у меня в какой-то момент сдали нервы. Но, ребята, рано или поздно так получится на каком-нибудь из очередных вот судов по Шеремету, что просто какая-нибудь, не знаю, бабушка прыгнет на какого-то Беркут ей пробьет щитом голову, будет труп бабушки, и вам будет намного хуже. Это вообще игра с огнем такая. Это именно опасно, правда опасно. Каждый, да. вот, Там же русские могут устроить что угодно. Да, вот хорошо. Представим, что на следующем, следующее заседание по рифмастеру по изменению меры пресечения под Шевченковским судом. Мы приходим, там какая-нибудь, прости господи, русня бомбу закладывает. И что по итогу? И это уже совершенно другой сценарий, это уже совершенно другой... Как ты думаешь, вот такую теорию заговора, Вашингтонский обком вспомним, да? Есть такая вероятность, что Соединенные Штаты сказали: господа, у вас, в общем-то, война вполне возможна, и мы хотим вам помогать. Давайте-ка вот эти ваши дела, все вот эти, которыми вы тут все передрались уже, как-то по традиции в нашей стране, каждые 100 лет терять независимость. Значит, давайте-ка закрывать все дела и приходите до какого-то... Это было бы хорошо. Сейчас это осложнено по простейшей причине. Действующая американская власть крайне скептически относится к действующей украинской власти. Так получилось. Кстати, к прошлой тоже несколько скептически относилась на последнем этапе. Поэтому что там сейчас... Мне все, кто пытаются контактировать с американцами, да и все мои знакомые американцы, говорят, что есть проблема с тем, что, в принципе, Зеленскому в Вашингтоне не доверяют, как нормального договороспособного, в частности, из-за Ермака в последнюю очередь, как нормального договороспособного, вынуждены воспринимать. Но, в принципе, особого желания общаться нет. В менее вымышленной ситуации этого бы не было. Ему бы не позвонил никто в менее вымышленной ситуации, потому что ему реально просто стеснялись звонить, потому что вот.
Оппозиция тоже любит рассказывать, что на самом деле он-то любит, американцы любят оппозицию. Нет. И это тоже Ты сейчас. какую оппозицию ты имеешь в виду? Нормальную или российскую? Про российскую вообще Да, я речь не понял, идет. Я да. про нормальную. К нормальной тоже у американцев есть некоторые вопросы, потому что не надо было в свое время плотно общаться с адвокатами Трампа, например. А этим грешили все. И действующая власть, и действующая основная оппозиция. И те решили поиграть с огнем, и те сейчас выгребли. Ну, и в итоге ситуация, когда американцы, с одной стороны, вынуждены взаимодействовать с Украиной, потому что сейчас это Ну критичная как, точка. американцы понимают, А с что это другой их стороны- фронт все А с равно. другой стороны, Ермак. А с другой стороны, А доверять до вторым конца не человеком в могут. стране является Ермак. Которого они не доверяют. И правильно делают. Ну вот да, и в данной ситуации вот мы сейчас это имеем, и поэтому им достаточно сложно. Опять-таки, прямые требования, ряд прямых требований к украинской власти уже прямым текстом озвучивался. Ну-ка, какие? Например, по линии МВФ было очень четко озвучено, что, ребята, нас волнует независимость антикоррупционных органов, нас волнует независимость Национального банка, нас волнует продолжение курса на реформы. Независимость Национального банка подорвана сейчас. Ну, это длинная история, как у нас меняли главу Национального банка нынче на Кирилла Шевченко. Собственно, на антикоррупционную инфраструктуру, какая бы она ни была слабая, сейчас идет прямая атака. АНБУ постоянно пытается так или иначе сковырнуть. Ну, с точки зрения американцев тоже был бы повод как бы сползать сотрудничество, но проблема в том, что сейчас они это просто себе не могут позволить. по Да, потому геополитическим что причинам. русские, да. Да, но с другой стороны, вот там все прекрасно понимают. Но там прекрасно понимают и то, что сейчас необходимое взаимодействие. Но при этом прекрасно понимают, что это взаимодействие может быть использовано украинской властью во внутриполитических разборках. И тоже, наверное, не хотят. Вот такая дилемма. Вот. А что нам делать в этой ситуации, я, честно говоря, не очень представляю. Ну, кроме того, что нам нужно как-то, наверное, самим попытаться решить все те проблемы, которые не хочет решать наша власть, и которые могли бы помочь улучшить наши взаимоотношения, в том числе и с Соединенными Штатами, и с Европой, в принципе. Да. Ну, фактически то, чем моя партия постоянно вот в последнее время занимается, это и есть вот те самые направления. Нам очень забавно смотреть, как потом сначала мы занимаемся, через несколько месяцев проходит, и либо МВФ уже прямым текстом говорит, что вот именно это надо. Вот мы посвящаем кучу акцию Нацбанку, потом выходит МВФ, говорит, Нацбанк – самое слабое звено. Такое ощущение, что мы им пишем вот эти обращения. Мы воюем с Коломойским, опять-таки, из-за Приватбанка. Выходят, говорят, что вот, дорогие товарищи, введете наконец-то санкции против Коломойского? Или вы до сих пор будете... Не, но есть неразрешимая дилемма. Я тоже про это писал. Дилемма такая. Для Соединенных Штатов, Байден — это официальное лицо Соединенных Штатов, как ни крути. Это человек, проводящий, согласно, так сказать, Конституции, внешнюю политику всю точно. Да? Его Госдеп — это его прямое подчинение. Он говорит, Путин убийца. То есть Путин преступник, международный преступник. Точка. Тут ты видишь реакцию Путина? Протестантской нет. В протестантской этике не может быть двойных. Это тебе не Византия. Если он сказал убийца, значит убийца. Это не значит, смотри. Ты знаешь, что Байден католик? Первый президент США католик. Хорошо. Но это не хорошо, не в американской христианской культуре. Я понял, о чем ты это, я так... То есть у них тоже эвфемизмы не признаны. Извини, да, я вспомнил, что он католик, да. То есть, это тут мы можем называть вещи тремя именами, это все из Византии. Вот это вот идет, мы выкручиваемся, что-то ищем, подмигиваем, там что-то там думаем, всех мы надуем и так далее. Не обижай Византию, я как византист. Все, извини. Но все худшее взяли, это же все, да. Это да, это есть. Ну, смотри, да. Ну и что, я не говорю, ну вот дилемма такая, да? Вот наш старший партнер, главный человек в мире сейчас, седовласый, красивый джентльмен, серьезный чувак. Тебе это не какой-нибудь там говорит, Путин убийца, и смотрит на тебя так пристально. Как экзаменатор на школьника. Да. А еще тихо еще подходит министр торговли или кто там, говорит, а еще Коломойский преступник. И тоже пауза такая в глаза смотрит. И сколько будет это все длиться, эта пауза мхатовская? Я это в одном из своих постов описывал, что это звучит примерно, знаешь, в ответ им просто дурачка включают. Реально. Да нет, молчат же просто. Нет, там диалог происходит. И что? Коломойский. Который? Ну, Коломойский.
До его, да. Так мы Дубинского санкции ввели, а против Коломойского. Которого? Вот так дело происходит примерно вот именно такой. Это действительно кошмарно смотрится со стороны, но действительно, это почему-то, я не знаю, все украинская власть, сколько я ее помню, я в политической журналистике украинской 20 лет. Почему-то вся. Видимо, это какой-то советский стереотип, что все, кто говорит не по-русски и не по-украински, на непонятных языках, все, наверное, какие-то ультрацивилизованные лохи, которых можно надуть. Да. Вот я помню еще, как Кучма пытался американцев надуть. И с Кучмы, начиная, все подряд пытаются американцам что-то втюхать, считая, что они не понимают, что у нас здесь происходит. Но это несколько не так. Даже был грешен, и Петр Алексеевич давал интервью, какой-то западный журналист, как подмигнул, типа, что-то там он сказал такое про коррупцию, тоже подмигнул. Но они не верят в это. А уж кто как нынешняя власть себя ведет, я не знаю, вот, ну, я просто... Ну, они не верят, конечно, это 100%. И у них есть какие-то деятельные маркеры, которые должны быть. Да. Без этих деятельных маркеров, ну, как бы, ну, нет. Я думаю, что все равно в случае агрессии мы получим поддержку, безусловно, Я думаю, да. американцев. Потому Да. что тут уже понимаешь, что тут ставки другие, тут речь не о Зеленском. Конечно. Тот же Байден, даже если брать чисто личное отношение, к Украине как таковой относится прекрасно. То есть Украина для него и эмоционально как-то лично ценна, и в политическом А смысле. знаешь она для почему? него ценна. Потому что они же все про нас не знают. Ну, и он знает, конечно, много. Но в целом для Америки, это же, они же чувствуют ремейк войны за независимость своей. Отчасти да. Это же чувствуется. Да. Когда народ собрался и решил отвоевать независимость у очень сильного врага. Там у Русской империи здесь, там и у Британской империи. Да? Это симпатично. И Майдан действительно для американцев, для которых, ну, там, может, в каком-то Они любят подобные истории. Они любят такие истории. Это история абсолютный, вот такой правильный Голливуд про правду. И вот в этой христианской этике, где правда основное, конечно, Украина — это правда. Да, у нее есть такая проблема, разные люди, да, но все равно это про правду. Ну и потом, то есть потеря Украины — это глобальное поражение Соединенных Штатов. Все. Это просто дальше уже мир идет в разнос по всем швам просто. Да. Уже Китай понимает, что можно и Тайвань брать. Уже, ну, все понимают. Да. Да? То есть тут Америка не может не вмешаться в эту войну. Не может. Потому что она проигрывает все сразу. И не только здесь. Во всех регионах, где какое-то есть противостояние, Но, напряжение. с другой стороны, есть еще разница между пониманием и решительностью. То есть Обама тоже прекрасно все понимал, но у Обамы, ну, я, честно говорю, я крайне не люблю Обаму, просто потому что главная проблема, я вот не люблю таких людей, когда человек хороший, человек честный, человек, в принципе, не глупый, просто ничего не делает. А Смотри. вот просто, когда наступила критическая ситуация, он впал в ступор. Да, он в ступор впал. И я предпочитаю не обсуждать Барака Обаму, очень симпатичного президента, и супруг у него прекрасные фотки, вообще зашибись. Да. Да? Вот Нравится. был бы он британской королевой, или был бы он просто любой королевой, был бы он монархом, это была бы идеальная история монарха. Но, к сожалению, когда возник кризис именно политического свойства, когда нужно было проявить политическую хватку, человек впал в ступор. И ценой этого ступора является, например... То, что мы сейчас имеем. Да, потеря моего и твоего фактически дома, да. Но это, ну, в общем, короче. А будет ли что-то типа Карибского кризиса? Может быть, вот такое противостояние без военных действий, но на таких политических нервах, которые потом к чему-то приведет как-то. Мне кажется, к этому вот сейчас к этому идет. Это, скорее всего, будет. Вопрос в том, да, каким будет результат этого противостояния. В случае Карибского кризиса все-таки американцы же ракеты потом из Турции увели. Как ни странно, хотя совок убрал с Кубы. Будет ли что-то подобное? Вопрос в том, какой будет размен. В принципе, такой сценарий в некотором варианте этого сценария выгоден даже самому Путину, потому что, возможно, он хочет. Я заберу Донбасс. Типа расставлю все точки над «и», Да, поставлю железный занавес и будем жить как при СССР. Да. Возможно, это именно то, к чему То есть он идет. повышает ставки для того, чтобы в каком-то этапе Запад сказал, ну, сволочь, да, но все-таки мы не хотим атомной войны, а ты безумен, Да. поэтому остановимся на том, что есть, и будем просто ждать, когда ты умрешь, и будем тебя душить санкциями, там, как угодно. Да. Другое дело, что, скорее всего, мне кажется, ему это все сложнее делать, потому что, с одной стороны, у россиян возникает какое-то уже привыкание к этому. В смысле, это не та инъекция, которую можно постоянно впрыскивать. С другой стороны, уже начинают понимать, что человек симулирует сумасшедшего. Вот если в случае северных корейцев они успешно симулируют сумасшествие, если в случае иранцев, вот Иран абсолютно искренне эсхатологически безумен, то вот в случае России это уже начинает выглядеть игрой. Вот это уже начинает выглядеть Ну, несоответствие. Какое-то, знаешь, то есть спектакль неправдоподобный все спектакль. по простейшей причине. Ты не можешь играть в Хрущева, если у тебя дача в Ницце. И дочка в Голландии.
И у всего твоего окружения дети в Лондоне. Ты можешь играть в Хрущев, когда у тебя дача в Подмосковье. А когда ты сейчас грозишься атаковать ядерным оружием в те столицы, в которых учатся твои же собственные дети, ну, наверное, это не выглядит так Вот серьезно. знаешь, именно, наверное, и будет такой показатель, когда вот эти люди, близкие к Путину, соберут чемоданы и начнут уезжать туда. Вот это точно будет показатель войны. Вот. Ты знаешь, проблема в том, ну, вернее, не проблема, это для Путина проблема, а для нас выгода в том, что проще его табакеркой долбануть. Ты знаешь, вот плохой, сейчас будет очень плохой пример в сторону Запада. Зря ты вспомнил КНДР, потому что моя любимая тема. То есть они торгуют безумием уже 3 поколения Кимов, да? И, как ни странно, они все имеют. То есть элита живет нормально. Там, между прочим, просто никто не знает. У меня одна знакомая работала там дипломатом долго. И когда ты там живешь, это тебе не экскурсия по метро с гидом из партии, да? Там и рынки работают, там и подпольные рестораны, казино, там партхозэлита, там, ну как совок такой, да? Я очень давно читаю Лынькова, я знаю, как там дела обстоят. Ну вот, они играют безумцев, и Запад им все время отстегивает деньги. А мог бы разбомбить за одну ночь. Вот просто, слушай, чувак, вот свои ракеты нам надоели. Мы нажимаем на кнопку, ни одну ракету американскую они не перехватят. Можно все стартовые установки разнести, и потом разговаривать с уже этим разбомбленным идиотом с других совершенно позиций. Почему они этого не делают? Ну, есть еще фактор Китая. А вот все-таки Китай, да? Вот, да, там есть нюансы. А с Россией все намного сложнее, потому что ты, наверное, и с российскими элитами как-то имел дело, вот когда хотя бы в МК работал. То есть хотя бы Да я политикой там не Они занимался. похожи на людей, которые готовы из Ниццы перевести... Нет, они не похожи. Они готовы сделать Россию в Ницце. Вот они куда приезжают, вот там они строят. В Майами здесь наша русская земля. Вот это знаешь? Да, как человек, который был на Кипре, я прекрасно понимаю, о чем речь. Ужас. Слушай, в Австрии невозможно пройти от них. Да, как Карловы Вары уже... Да, так они там официанткам орут, что они в России. Да. Официантки все же по-русски, они там русские флаги висят. Да, но все это, понимаешь, все это закончится, если начнется вот реальная холодная война, это закончится. То есть терпец взорвется. Да, то есть, невозможно будет там находиться. И опять-таки, окей, хорошо, если ты сейчас грозишь ударить по городу, как я повторюсь, где сейчас находится либо твоя семья, давай все поймут, что это были голые понты. Вот если все понимают, что в КНДР, наверное, может жахнуть, по Японии, например. Все понимают. Наверное, может. Все понимают, что в Иране действительно хватает искренних религиозных фанатиков, которые искренне считают, что, да, как пытается подать Путин, что да, мы в рай, да, но у нас будут бури, а их там Иблис будет драть. Есть такие. В случае Путина это голимый понт. И все понимают, что это голимый понт. Одна дочка в Южной Корее, если я не ошибаюсь, вторая дочка в Голландии. Нет, в Москве. В МГУ, она там при МГУ какой-то фонд, у нее на миллиардерша. Мне кажется, он детей своих забрал уже. Путин своих забрал уже. Своих может. Но то, что элиты там... Ты пойми, тут немножко тебе возражу. Вроде все логично, но было такое совещание у Путина, когда он Крым брал, и собрал олигархов. Их там сколько это было, человек 10, круглый стол. И, значит, он сказал, там кто-то то ли этот Альфа-банк или кто-то еще, он сказал, типа, Владимир, так робко розовую ручку поднял и сказал, Владимир Владимирович, а если санкции? Владимир Владимирович посмотрел на них, на всех вот так и сказал, а вы кого больше любите, родину или деньги? Все, тема закрыта. Они понимают, что они все в пасти у крокодила. И вот он скажет им, они семьи свои заберут быстро. Они понимают, что вот это покушение на Скрипаля, думаешь, это Скрипаль ему нужен был? Нужно было показать, мы тебя везде достанем, в любой Англии. Где хочешь, достанем тебя. Вот. Понимаешь, реакция на такое зависит сильно от личности. Я абсолютно уверен, что что среди них есть те, которые предпочтут тогда, извини, махнуть со всем, что есть. Да? Я уверен, что да. То есть это российские элиты, это не один человек. Я абсолютно уверен, что там будут люди, которые начнут оценивать, а не легче ли где-то купить золотую табакерку. Я абсолютно уверен, что найдутся люди, которые будут оценивать, а не легче ли пойти по программе защиты свидетелей, и пусть они пытаются меня достать где-нибудь в районе... Я тебе сейчас такой вопрос задам, который немножко, казалось бы, не относится к этому. Вот смотри, вот есть Байден, и вот есть Путин. И вот между ними есть Зеленский. Не, давай без этого самое. Вот, не Вералаша.
Да, Я серьезные действительно, вещи говорю. Очень сложно, И вот- понимаешь, когда между ними профессиональный юмористический актер, очень Между сложно ними смеяться. пропасть. Вот. Значит, и вот Байден говорит, Путин убийца. Мгм. И, по идее же, Байден наш защитник, и Зеленский это знает прекрасно, что, конечно, надежда только на Америку, по-серьезному. И, по идее, он должен был раньше намного литовского президента, даже без вопроса. Теперь на пресс-конференции у нас, что ли, не будет, потому что, ну, как-то могут что-то задать, такой вопрос прямой, повторить, перевод прямой. Он не говорит сразу, да, я согласен с господином президентом Байденом. Я уверен, что Байден его бы простил ему все эти предыдущие. Он сказал, ну, человек все понял, но он и не из этой сферы, его там использовали, юзали, там какие-то олигархи, там, русские, может, пытались юзать. Ну, вот парень встал на путь исправления. Он этого не говорит, а вместо этого сейчас звонит Путину. Причем у меня есть такая версия, моя личная, психологическая, что он не надеется, что там возьмут трубку. И даже не надеется ни на какой результат этих переговоров. Он звонит туда, чтобы, если спросят, почему ты не называешь его убийцей, говорит, ну, мне-то с ним надо как-то, а вдруг чего? Тогда он вообще не возьмет трубку. Ну, смысл какой, да? Это может быть такая какая-то мои надумки, но я не про это. И вот в этой конструкции ты понимаешь, кого реально физически, кто больше боится. Байдена не боятся, а Путин внушает животный страх. Я В том числе и политиков я не западных. уверен. Я не уверен. Смотри, с одной стороны, вот одну претензию к Зеленскому я почти снял за последние несколько месяцев. Он действительно очень резко поправил, он действительно очень резко поястребел. Это объективно так, то есть там было внезапно... Я понимаю, почему. Если бы я был его политтехнологом, я бы ему это и советовал. Потому что вот пока ты отбираешь канал у Медведчука, Медведчук теряет каналы, а Порошенко теряет возможность обвинить тебя в том, что ты продаешь страну. Потому что, ну вот я же борюсь с Медведчуком. Понимаешь, но это все пока не доходит до реального физического страха. Потому что физически, ну смотри, он угрожает Байдену фактически. Вот это его пожелание «будьте здоровы», это же понятно, да, следи за здоровьем, это 90-е годы. Он фактически отправил Байдену такую, ну, понтовую, наверное, там, малореализуемую черную метку. Такую. Я это оцениваю иначе. Дело в том, что сейчас я последил, какие у них нарративы сейчас в пропаганде. У них один из нарративов, это нарратив на внутреннюю аудиторию, что Байден старенький, сенильный, больной, разваливается. Вот так это еще хуже. Они его заводят, Байдена. Байден заводной мужик, он боец. Да. Я считаю, что вот это было у Путина рассчитано на внутреннюю аудиторию, Да. что из серии, вот смотрите, он слабак. Вот я молодой с накачанным торсом, хотя он какой-то молодой старый дед, который еле ходит уже в развалочку. Это великий вождь русских племен по всему миру. Вот. А они реально раскручивали вот эту тему, что Байден, дескать, вот Байден споткнулся на трапе самолета. Это, мне кажется, это в рамках вот этого нарратива, они пытаются показать своим русским, что вот вождь врага слаб. Акела сейчас промахнется. Вот, старенький Акела. Ну, значит, в любом случае это чем-то закончится. Я, в принципе, вот в целом, конечно, никто не хочет войны, я не хочу, ты не хочешь. Но вот это ускорение событий, оно позитивно, на мой взгляд. Потому что долго на паузе стоять невозможно. Это позитивно и для Зеленского, и для Украины, и для Америки, и для всех. Потому что, ну, такое, значит, стремительное протрезвление наступает. Оно не наступило. Еще Меркель мечется там вот так вот, как Вицин в этом фильме, значит, между умными и красивыми. Вот. Еще непонятно, там Макрон сидит, там, я не знаю, в своем этом дворце и не знает, куда бежать вообще. Вот. Но в целом, я думаю, скоро все расставится. Хотелось бы. Ну, понимаешь, я на это смотрю так. Я изначально, вот когда у нас все это произошло, я понял, что теперь мы сидим, готовимся и ждем, когда будет критический момент, когда мы сможем, когда в России наступит каюк, и мы сможем все это вернуть. И Россия дождалась, пока у нас можно будет ударить. Хорошо, мы дождемся, когда можно будет ударить Россию. Больше всего я боюсь, что этот момент наступит, а мы не готовы. Вот. Я надеюсь, что мы будем готовы. Стратегически пока у нас мало что выработано. Стратегия Крыма никуда совершенно не годится. Я не знаю, смотрел. Нет, это просто 20 тетрадка школьная, 20 листов убористого текста. Ну, в принципе, ни о чем. Благие пожелания. Если это рамочный документ, если бы под ним было вот еще тогда и сказали бы. Тогда я бы сказал, все хорошо. Да. А это рамочный, ну окей, в него можно все что угодно всунуть и налить. Ну, надеемся, может будет дописано и исправлено. Спасибо, Витя, что пришел. Спасибо за поддержку, потому что я считаю, что это и то, что ты приходите, тоже поддержка нашего канала. Хочешь, скажи два слова про канал? И такой. Вот, я очень надеюсь, что канал продолжится. Этот канал необходим. Это канал классный. И это канал, который нужен нам, в принципе, нам. И под нами я имею в виду Украину. Поэтому я надеюсь, что этого канала все будет хорошо. И вот эта вот черная полоса действительно будет разорвана. Ну,
Надеюсь, что так и будет. Спасибо, что смотрите нас. Еще раз благодарю Республику Чешскую Республику и ее посольство за оказанную АТР помощь. Она нам поможет, конечно же. Вот. И надеюсь, что также поступят и другие страны Европейского Союза, которым неравнодушна Украина, неравнодушен Крым, не безразличен, точнее, Крым. Неравнодушна Украина должна быть сама к себе. Вот. И, собственно, на сегодня все. До завтра. Смотрите канал АТР.